связь хакла радио итлегенемер. Паян игебинде вунда хырмышыл яга уехен вуннамыша. Талент чавашла галашать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня среда, 10 апреля 2019 года. Таллин говорит по-чувашски. Хакла ендеші мірсем, инжи тада шив храбурнага намырсем, тва намырсем, тузы мырсем, пирен радиокаларама юратса итлегенесем, хава сирімбе каллех тіл булмада, хамырын паянхи шухыштуым зембе паллаштармада. Иртне калараман шухыжы пирен, шурма жолдай улжа. Ебір вешне жиди чейн сире каласа параймарымыр. Шаумбадан де ебір паян. Каллах Петр Егоров шинпирге малала калжатпар. Дорогие наши постоянные радиослушатели, земляки, живущие вдали и рядом, наши близкие, друзья, и также кто слушает с любовью наши передачи, мы рады снова встретиться с вами на просторах радиоэфира. Предыдущая передача не позволила рассказать о Петре Егорове до конца, поэтому сегодня мы продолжим рассказ. Малалла тебірдетсе чуптари чен сири юра семейтлемесі нешін. Паянхи пирімпадынче хынара Галина Шадрина, сире варавал, савна ял юра базавандарать. Пока мы с вами не перешли к нашему рассказу, предлагаем послушать в исполнении Галины Шадриной песню «Савна ял» «Любимая деревня». Шитрим савна яла, варгашать манын чун. Сываи таван сем, сываи ял ешсем, саламладып сирен дешсем. Таван ялы рашута кетес, шылдыр пек илертсе ялгышес. Савна яла, таван ень, аталан хаватлан чечеклень. Юратса куштулыне пахапсан шине, санзону таван яла тытканлач черегене. Есобайлан вырнаш на дюле хайлымра, шуртитре сарханач сандавра. Таван ялы рашута кетес, шылдыр пек илетсе ялгышес. Савна ялы, таван ень, аталан хаватлан чечеклень. Савна яла пушланать, урнашуле санран, урпикиле шель сана, кавдоватов чунран. Нихашан манашми шутачалах чунра, яланах таван яла манумра. Таван ялы рашута кетес, шылдыр пек илерсе ялгышес. Савна яла, таван ень, аталан хаватлан чечеклень. Таван ялы рашута кетес, шылдыр пек илерсе ялгышес. Савна яла, таван ень, аталан хаватлан чечеклень.
Иртнинде бир сирье каласабанычча. Кедерне патша, мунзак кырмышымерде, истонне келсен, вол пярну хулинчен ирцегайначча. Шавынбада, вол унда киве чиргиве курсан, тебір чиргю лартса хума шуттыдать. Шавынбада гунда пинде шитшер утмалвишіміш шулда Петр Егоров келсе жидейд. Вол вырынне жырать, барадыда проектне деду забарать. Пинде шитшер утмалвишіміш шулги, вунвишіміш чугуюхенде, вол шав проекта паратте, ундырых шак чиргиве хабартмадыдынайшы. Шав чиргюн шыбе шутцар телейлі болна. Міншіндесен шав чиргю проектне бұқса, темеше чиргю де Балтика шыршывызенде дузалартына. Пірреміш чиргюзем візем куры сары хулара, тада тарту хулынде візем иккешіде Эстонире. Вара тада девір чиргю Рига хулынде, вол вара Педерпе Павел халалана чиргю бұлсадына. Вара архитектора кадарцах варна, кона Петр Егоров чиргевен проектне илзе пярнуралараганне, шамна узугурса шак чиргеве хабартна десе. Мы уже в прошлый раз говорили вам, что проезжая Пярну, Екатерина II, обратив внимание на старую деревянную церковь, пообещала построить здесь новую каменную. Но для этого нужно было сделать проект, и поэтому сюда приехал помощник архитектора Петр Егоров. И он нашел место для этой церкви, и эта церковь была принята к выполнению 13 ноября 1763 года и была утверждена смета церкви. По общему такому выполнению на эту церковь ушло более 16 тысяч рублей серебром. Эта церковь впоследствии стала таким примером строительства церквей в Прибалтике. По ее образу были построены церкви в Тарту, Куресаре, и также знаменитая Рижская церковь Петра и Павла, которая была построена во второй половине XVIII века, также строилась по этому образцу. Эта церковь находится в самом центре города, и она построена в стиле раннего классицизма. И находится вблизи цитадели, является старейшим зданием православной церкви в Риге, которая сохранилась до наших дней. Первая церковь на этом месте появилась в конце XVII века, но была она деревянной и предназначалась для солдат шведского гарнизона. На месте обветшалой деревянной церкви в 1726 году по распоряжению Никиты Ивановича Репнина было начато строительство новой каменной церкви, которая уже предназначалась для православных жителей города. В 1728 году было готово каменное здание с деревянной башней. В 1781 году все же было принято решение о строительстве нового храма. Работами по сооружению культового здания руководил архитектор Зигмунд Зеге фон Лауренбах. В качестве архитектурного прототипа мастер использовал православную церковь Пярну, которая была спроектирована русским архитектором Петром Егоровым. Точно так же прототипом явилась эта церковь для построения церкви в Куресаре, там построена церковь Николая Чудотворца, и Успенский собор в городе Тарту. Так что вот такое счастливое начало было у этой церкви. Пиндешитшер утмолутымы шулдан бушла завара. Петр Егоров, император Кандуры жүменде, шкула ерцебымадыннать. Вара она кударанчень Леблон, Михаил Григорьевич Земцов, Иван Кузьмич Коробов, Жан-Батист Мишель Вален Деламот ерцебына булна. Вара шак шкул малала вол ерцебыныбе адалын забрать. Юрий Матвеевич Фельтен архитектор булна. Вол
Германинже врензе духныскер. Вол вара расстреллине плужаган архитектор зейн пәре булна. Вол Зимний дворец кеген кабар гермене тваган жерде шутцыр анлон худшынна. Вара вол шагында пинде шитшер утмолдваттамы шулда. Художество академинче эшлемедіннать. Пинде шитшер шитмәліккемі шулда вол академик ятне елейд. Пинде шитшер загрун белекміш. Шулда вара адъюнкт ректор академин болна. Вара пинде шитшер загрунды хырмыш шулда шак академин директоры болзадырайд. Петр Егоров иге жол хушинде тем жүхлі шурцень проектесіне ергелезел парать. Вол адмирал Спиридонов, Синявин шурдесіне туна проектесіне худшанна. Пинде шитшер шитмелдваттамы шитмел биллекмі шылзенде вара. Фельтенба Егоров Иордань десе тәрлі чиркю обырда бірзене вырнаштараган, тада ела ергене ерцебраган вырына тумадыннаша. Анжақта вол тузап дермень, унын проектче кына юлна. Пинде шитшер шитмелді хырмышылда Петр Егоров кебір проектпа раштав чиргевен хайырзем жинди раштав чиргюне думадыннать. Вол Санкт-Петербургра тонать. Вара ку чиргеве тоғыр жула яғын туна. Вол пызык та кабар классицизм енбе ошталана чирге болна. Шак чиргеве вара пинде тоғыр жар вадырдваттамы шулда аргатна. Маслов книгинже тада сунугерджіксем дұрық шак чиргю тәлінмелі хитре болна. Анжақта шак чиргевен шыби шутцырлайық. Мінжіндезен хал ширім бір мүшімерде шавна тума тыданна, ошталанна хал шав чиргю хабарать. Унан чаня зене вырнаштарна. Вол шак апрель уйхенче, ага уйхенче шүлелле хабарна. Шаумбада мангун кунезенче шав чанзем чан шабаща. Церковь Петра и Павла – это рижская церковь, которая построена в стиле раннего классицизма. Она находится в центральной части города, вблизи цитадели, и является старейшим зданием православной церкви в Риге, которая сохранилась до наших дней. Первая церковь на этом месте появилась в конце XVII века. Она была деревянной и предназначалась для солдат шведского гарнизона. На месте обветшалой деревянной церкви в 1726 году по распоряжению Аникиты Ивановича Репнина было начато строительство новой каменной церкви, которая уже предназначалась для православных жителей города. В 1728 году было готово каменное здание с деревянной башней. Но в 1781 году было принято решение о строительстве нового храма. Работами по сооружению культового здания руководил архитектор Зигмунд Зеге фон Лауренбах. В качестве архитектурного прототипа мастер использовал православную церковь Пярну, которая была спроектирована русским архитектором Петром Егоровым. Начиная с 1766 года Петр Егоров возглавляет школу при императорской конторе строений, которой раньше руководили такие известные архитекторы, как Жан-Батист Александр Леблон, Михаил Григорьевич Земцов, Иван Кузьмич Коробов, Жан-Батист Мишель Вален Деламот. Юрий Матвеевич Фельтен, архитектор, который получил образование в Германии, состоял при архитекторе Растрелли помощником по сооружению Зимнего дворца и стал ведущим архитектором в конторе отстроения ее императорского величества, домов и садов. А с 1764 года он преподавал архитектуру в Академии художеств. В 1772 году был возведен в звание академика, в 1785 году избран адъюнкт
ректором академии. Ну а в 789 году стал ее директором. В течение 2 лет он создает проекты перестройки домов адмиралов Спиридонова и Синявина. В 1774-75 годах контора строений поручает Фельтону и Егорову сочинение проектов Иордания, специального помещения, предназначенного для церковного обряда. До нас же сохранились только 2 варианта чертежей этих сооружений, выполненных Егоровым. В 1779 году Петр Егоров создает проект и начинает строительство Рождественской церкви на Песках. Это в Санкт-Петербурге. Строительство велось около 9 лет, но церковь не сохранилась. Судя по описаниям в книге Маслова и Королькова, по фотоснимкам это был изумительный памятник архитектуры. Церковь Рождества Христова на Песках была утрачена в 1934 году. И она была построена по проекту Петра Егорова в стиле зрелого классицизма. К сожалению, мастер не увидел полного освещения этого здания, потому что в 1789 году, когда был освящен первый предел, он скончался. В период 1780-1788 годов Егоров строит по собственному проекту служебный корпус Мраморного дворца, а также соединяющую его с дворцом ограду, близкую по рисунку и созданную чуть раньше Невской ограды Летнего сада. Проектирование и строительство которой Егоров также участвовал. Последние годы жизни Петр Егоров создает проекты домов для священнослужителей при церкви Казанской Богоматери, проекты складов на берегу Невы, нового здания конторы строений. Участвует в перестройке дома банкира Штегельмана. Паянги Галарамайбер, Ялжимэнди Варманда Юрбавислешень. Она Алина Алексеева юрла. Чагынбай берсирембе. Тебретел был ичин сыл булашатпар. Черетлі акаларым хунохновығы трах тухать. Кукларым ағады легенесем Ираида Захарова, тогда Ингрид Ян Саза режиссера. Ерце Пыраганя Ираида Захарова. Сегодняшнюю передачу мы заканчиваем песней «Ялжимэнди Варманда» в лесу рядом с деревней в исполнении Алины Алексеевой. Всего доброго и до следующих встреч. Передача подготовлена Ираидой Захаровой и звукорежиссером Ингрид Янс. Ведущая передачи Ираида Захарова.